Первая часть вашего вопроса касается Косово. Как будет Россия реагировать? Я уже имел возможность высказаться по этому вопросу, по этой проблеме. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косово является неморальной и неправовой. Территориальная целостность государств закреплена в основополагающих принципах международного права. Есть резолюция 1244 Совета Безопасности, которая говорит о территориальной целостности Сербии. И все члены ООН должны следовать этим решениям. Вот не хочется об этом говорить, чтобы никого не обижать. 40 лет существует фактически независимая Республика Северного Кипра. Чего же вы ее не признаете? Вам не стыдно вообще, вот, европейцам, вот с такими двойными стандартами подходить к решению одних и тех же вопросов в разных регионах мира? У нас вот Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье существуют как независимые государства. И нам все время говорят, в Косово особый случай. Вранье это все, никакого там особого случая нет. И все это прекрасно понимают. Все то же самое. Этнический конфликт, преступления с обеих сторон, де-факто независимость полная. Так надо выработать единые принципы решения этих вопросов. Мы же не загоняем ситуацию в тупик. Мы предлагаем нашим партнерам выработать единые правила поведения. Зачем же поощрять сепаратизм? Но вот в Испании не хотят люди жить в рамках единого государства. Ну поддержите тогда там. 400 лет Великобритания борется за свою территориальную целостность применительно к Северной Ирландии. Ну и чего? Чего же вы не поддерживаете это? Единые принципы должны быть. Если мы будем поступать по так называемой политической целесообразности, обслуживая политические интересы отдельных стран, мы разрушим международное право и общий порядок. Ведь даже гонка вооружений подталкивается только потому, что малые государства не чувствуют себя в безопасности сегодня. Международное право не защищает интересы малых стран. И, конечно, они вынуждены искать или обеспечивать свою безопасность на путях достижения какого-то нового уровня с точки зрения оснащения себя новейшими вооружениями. Если бы был твердый порядок, то не было бы такого страха и такой необходимости. Теперь, и, конечно, мы поставим этот вопрос в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Конечно, мы его поставим. Значит,